Археолог Валерий Кольченко ведет раскопки на территории древнего города Невакет, который существовал в VIII-XII веках и являлся перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. В этом городе когда-то вместе жили буддисты, мусульмане, христиане и зороастрийцы. Каждый день археолог приезжает на машине вместе с супругой с города Бишкек. Валерий Кольченко вместе со своей командой, состоящей из 5 человек, неустанно работает на Краснореченском городище. Меня зовут Валерий Кольченко, я археолог, работаю в Институте истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской республики. Помню, у нас устраивали по Фрунзе День бегуна, то есть занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни. С приятелями, с друзьями по музею решили тоже побегать. С этого дня бегуна сели на рейсовый автобус, доехали до городища Красная Речка и в волю походили. Это была первая моя экскурсия на это городище. Это был 1985 год. Перед нами большой холм, это цитадель, который стоит в углу Шахристана, то есть, собственно, города, обнесенного крепостными стенами. И вот эти вот то, что мы видим, холмы, это на самом деле крепостная вертикальная стена, а буддийский храм западного буддийского монастыря, как вы его называть начали, это вот вон тот холм на западной части городища, треугольная макушка, которая торчит. В 1962 году на территории городища была найдена статуя Будды высотой 12 метров, а Валерий Кольченко вместе со своими коллегами раскопали на территории древнего города статую Будды, сидящего в позе лотоса высотой 2 метра, на раскопки которого ушло 5 лет. Кстати говоря, технология снятия, она была применена уже и нами. Работали на другом буддийском объекте этого городища. Когда начали копать, то нашли там скульптуру Будды, но не в нирване, как здесь, а сидящего в позе лотоса, то есть под масани. Естественно, что она была не целая, естественно, что она была разрушена сильно. То есть на месте была найдена всего лишь на высоту 70 сантиметров. Это все аккуратно по кусочкам вытаскивалось. Но даже вот этот вот Будда, сидящий в нирване, под масани, это все равно много и тяжело и невозможно поднять людям. Поэтому то же самое закрепили, разрезали на части, упаковали в ящик. И уже в ящиках довезли до исторического музея. В 2014 году Краснореченское городище был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом же году была открыта комната в Доме культуры в Чуйской области, села Красная Речка, где были выставлены экспонаты, найденные в городище. Сейчас мы находимся в информационном центре городища Невакет. У нас очень много посетителей с Казахстана, с России. Местные жители стали большой интерес тоже проявлять в последнее время. Вот такая тенденция наблюдается. Наша цель, наверное, донести до каждого, особенно в плане воспитания, сохранности исторических ценностей. И в этой работе нам очень большую помощь оказывает наш историк-археолог Валерий Кольченко. Древний город, где когда-то процветал буддизм, находится на территории села Красная Речка в 36 километрах от Бишкека. Численность населения составляет более 7 тысяч человек и является многонациональным. Здесь проживают представители 19 национальностей. Жители села живут своей жизнью. Кто-то торгует фруктами, кто-то спешит на работу, пекут свежие лепешки. А ведь когда-то здесь проходили караваны верблюдей, которые везли знаменитый шелк из Китая в страны Европы.